Ирина Алексеева, руководитель управления архитектуры и градостроительства при главе Республики Саха-Якутия, главный архитектор республики. Родилась в 1966 году в городе Покровске Орджоникидзевского района ИАССР. В 1990 году окончила Новосибирский архитектурный институт по специальности архитектуры. В 2006 году аспирантуру Новосибирской архитектурно-художественной академии. Профессиональную деятельность начала в Якутграждан-проекте техником-архитектором. Проектную деятельность Ирина Дмитриевна всегда совмещала с преподаванием на кафедре городского строительства и архитектуры Инженерно-технического института Северо-Восточного федерального университета имени Амосова. С 2015 года являлась главным архитектором столицы республики. В октябре 2018 года назначена руководителем управления архитектуры и градостроительства при главе Республики Саха-Якутия, главным архитектором республики. Кто сказал, что в праздники должны все отдыхать? По крайней мере, минимум 35 тысяч населения находится на Исыхе-Аланхо с замечательными, кстати, архитектурными сооружениями, да, Ирина Дмитриевна? А мы в студии правительства Лайф. Мы это я, ведущий Дмитрий Аргунов, и руководитель управления архитектуры и градостроительства при главе, главный архитектор республики Ирина Дмитриевна Алексеева. Здравствуйте. Добрый вечер. С праздником вас. С праздником. Говорят, была уже самая длинная ночь в году, да, то есть сейчас, кстати, в социальных сетях идет перебранка по поводу, когда отмечать вот, солнцестояние, ночь с 21 или с 20. Ну, ладно, астрономы разберутся, а нам, скажем так, нужно будет саккумулировать те пожелания наших зрителей, подписчиков аккаунта правительства Лайф, и в соцсетях очень большой интерес. Вообще архитектура в последнее время на слуху. Я просто побоюсь, наверное, даже оценить, на каком слуху. Да? То есть критики много конструктивных предложений. Одно радует. Появились новые формы, которые, ну, скажем так, вот давайте вспомним советское прошлое. Да? Было так называемое сталинское барокко, потом вот брежневский вот этот железобетонный стиль. А в каком стиле, вот как вы думаете, в каком стиле мы сейчас живем? Ну, понятно, что с приходом новых технологий, с переходом вообще страны на новые строительные технологии появился стиль постмодерн, и многие города сегодня, ну, практически вот в таком современном стиле развиваются. Но если говорить о национальных республиках, конечно же, всегда я говорю, надо обращаться к своим корням, к своей культуре, но чтобы это выработать, это нужно не один десяток лет, а прямо сотни, там, не знаю, вот если говорить о китайской архитектуре, я иногда вспоминаю, о европейской архитектуре, это сотни, тысячи лет для того, чтобы сформировалась культура и появился действительно язык там, национальной, допустим, архитектуры. Поэтому это очень сложная вещь. Вот. Ну а время показывает, что люди очень быстро развиваются, время идет очень быстро, поэтому нужно просто успевать и ваять именно вот в том времени, в каком, ну, сегодня нам приходится этим заниматься. Постмодерн, говорит главный архитектор республики. То есть, я так понимаю, что такого архитектурного кода у Росы прям вот так взять с панталыку и начать придавать всем сооружениям попросту нельзя. Ну, не то чтобы нельзя, но не нужно делать все это буквально. Если, например, говорить о национальном современной архитектуре, но лучшими примерами, например, всегда является, допустим, та же Япония, когда, собственно говоря, нет конкретных прямо вот архитектурных решений, но в каждом современном здании, в каждом сооружении есть японское. Вот никогда не перепутайте японские города, например, с китайскими городами. То есть здесь это очень тонкая работа, это высокий класс, это высокий профессионализм. Но еще раз говорю, что для этого нужно, чтобы и профессия развивалась, и технологии развивались. Мы же живем, видите, в каком климате, в каком, простите меня, регионе, когда все приходит
с опозданием немножко, с инерцией. Нас очень мало, архитектурное сообщество у нас вообще очень маленькое, поэтому мы сегодня активно обращаемся, активно обращаемся к опыту наших коллег, приглашаем активно экспертов, проводим различные мероприятия. Это прежде всего основная задача. Вот у меня, как у главного архитектора, я вижу больше образовательную, просвещенческую миссию сегодня. Ну, по поводу Китая и Японии, конечно, там тысячелетия истории, да, цивилизации существовали. Ну, изобрели бумагу. Одно вот это вот, как бы, уважение вызывает. Но я призываю наших подписчиков, главный архитектор, готов ответить на любые ваши вопросы, нелицеприятные в том числе. Готово. Пользуйтесь моментом. Ну, давайте я начну. Все-таки вот мы говорим об образовательном, о просвещенческом каком-то, да? А почему все вот какие-то большие заказы и так далее, ну, отдаются ну, титулу, да, там, такой-то обладатель, лауреат такой-то премии, там, и так далее. А у нас местных как бы мало, да? Это я по поводу, опять же, того национального. Ну, надо отметить, что наше вообще архитектурное сообщество якутское очень высоко ценится. Вот буквально неделю назад я приехала с Совета главных архитекторов регионов и муниципальных образований Российской Федерации, где мы получили очень высокие награды. То есть пусть у нас этих объектов мало, но, например, на Дальнем Востоке наши коллеги говорят, что есть уже почерк якутской архитектуры. И это надо признать, просто у нас и объектов не так много. Вот если, например, говорить об исторических объектах, у нас же что, вот кроме там библиотеки Пушкина, здания казначейства, ректората, ну не так много объектов, которые, собственно говоря, являются объектами культурного наследия. Есть малочисленное количество объектов деревянного зодчества. Просто в других городах, в Сибири, например, их огромное количество. И, конечно, тот объем работы, который коллеги наши показывают, он всегда очень большой. Но вот все пропорционально в отношении. И я считаю, что у нас в Якутии все-таки архитектурная школа уже состоялась. У нас есть высокопрофессиональный архитектор, у нас есть много молодых. Нам есть куда развиваться в конце концов. Угу. И опереться на кого-то уже есть. Да. Уже начинают поступать. Спасибо, дорогие подписчики. Начинают поступать вопросы. Но еще раз говорю, если даже нет вопросов, то есть будет мало в связи с ИСЭХами. Сегодня праздник все-таки, да? Посетили ли вы, вот спрашивает ИСЭХ Олонхов, впечатлены ли вы вот этими сооружениями, как архитектор, какую оценку даете? Конечно же, я посетила вчера ИСЭХ, мы специально с нашими московскими гостями выехали на встречу солнца, и, конечно же, более чем восхищены работой наших народных мастеров. Это команда под руководством Вячеслава Ироева. Они, конечно, делают уникальные вещи, и это нужно развивать. То есть это с каждым годом оно лучше, и каждый район соревнуется. И причем надо отметить, что вот сейчас у них уже начинается стык, ну, более такого немножечко современного формата. Мы с Вячеславом на хорошем контакте и планируем, как бы вот сейчас в рамках комфортной городской среды программы, да, как-то вот это направление развивать, потому что действительно надо это делать, и тогда каждый город, каждое село в Якутии может приобрести свой интересный облик, свою идентику, как мы говорим, свою какую-то уникальность. И огромное количество народных мастеров, которые развивают это направление, это, конечно, большое дело. Поэтому с удовольствием посетили ИСЭХ, с удовольствием восхитились этими объектами. Ну а про гостей говорить не стоит, потому что каждый раз приезжая, они восхищаются именно вот таким, ну как бы именно уникальными объектами. То есть форма традиционной урасы, их всегда просто это настоящее, это наше, это каноническая вот якутская архитектура. Пасконная наша. Да, да. Вас не смущает то, что большинство вот этих объектов, ну вот ИСЭХ в Намцах нынче проводится, до этого проводилось других муниципалитетов. Верхоянский был, да, в Алдане есть. Вот эти сооружения, они как бы ну, не являются культовыми, это просто однодневки. Ну, что значит однодневки? На самом деле, как сказать, ну, понятно, что объекты капстроительства – это как бы другая сфера. Да. Но когда мы говорим об объектах благоустройства, об объектах, которые являются элементами там, малоархитектурных форм, являются теми элементами, которые должны появляться на общественных пространствах. Здесь, во-первых, и ценовая категория другая, и просто подход другой. Это, да, действительно не очень капитальные сооружения, но они должны быть обязательно в нашей жизни. Это не так дорого относительно объектов капстроительства, но это именно вот то, что нужно обязательно развивать, потому что, вот вы, Дима, сказали, в целом по России очень мало времени, не то чтобы времени, вообще мало внимания уделялось малой архитектуре.
Значит, мы научились строить типовые, там, вот в советское время индустриальные там, домостроения, типовые жилые дома, типовые административные объекты. А как только доходит как бы до мелочей, к сожалению, вот эти лет 25, начиная с перестройки, мы вообще перестали этим заниматься. В итоге у нас безобразные малые архитектурные формы по всей России, не только в Якутии. И как раз вот это направление, я считаю, оно именно перспективное в части того, чтобы найти свою уникальность в малой архитектуре. Еще вопрос от наших подписчиков. Какие знаковые, то есть какие-то глобальные сооружения появятся, здания появятся в ближайшем будущем? Вот товарищ Солодов упомянул же про большой концертный зал. Но у нас буквально, да, сейчас Александр Сергеевич уже принял решение о строительстве Арктического центра эпосов искусства. Это будет, конечно, уникальное сооружение, это будет один из первых объектов нашумевшего комплекса «Земля Лонхо», потому что люди, когда спрашивают, почему эти проекты очень медленно реализуются, на самом деле, действительно, это, во-первых, и инвестиционная составляющая, и экономическая составляющая, и в том числе и архитектурная составляющая, это долговременные объекты. Но вот сейчас старт дан, мы уже начали работу по проработке этого проекта, поэтому объект самый крупный, он должен появиться в ближайшем будущем. Очень интересный объект. Это один из. А еще вкратце, если список продолжить. Я, например, могу, допустим, по части общественных пространств прокомментировать. Мы вот в прошлом году провели конкурс по парку будущих поколений. Наш консорциум вместе с московскими коллегами, наши якутские молодые архитекторы, стали победителями этого конкурса и проработали очень интересный проект, где в общественном пространстве появляется круглогодичный объект. Очень интересный объект, где вот сейчас мы вместе с командой 100 городских лидеров по линии агентства стратегических инициатив прорабатываем именно функционал этой территории, что там должно быть, как должны люди проводить время в общественных пространствах. Мы благоустроим площадь Ленина, буквально сейчас у нас идет конкурс, тоже всероссийский, очень много участников мы ожидаем. То есть вот такие вот объекты, знаковые для республики, к юбилею республики, мы, конечно же, хотели бы реализовать и тем самым уже увидеть другое качество этих объектов. Мы хорошо знакомы, и я могу, наверное, задать этот вопрос, да, Ирина Дмитриевна? Вы не боитесь войти в историю как архитектор общественных пространств? Я боюсь одного, честно скажу. Сегодня действительно то, что мы пытаемся сделать, наша сфера, да, оно очень противоречиво. Качество этих объектов, которые мы за 2 года в городе попробовали сделать, конечно, вызывает много вопросов. Поэтому понятно, что из всего этого, из негатива, из какого-то определенного фидбэка от жителей, мы получаем прежде всего конструктив, как дальше двигаться. Нужно делать командную работу. То есть всегда любой объект – это командная работа. И если у нас все-таки получится общественное пространство, я бы, конечно, хотела бы, наверное, в истории остаться архитектором, который сделал общественные пространства качественные в республике. Но это очень серьезная, ответственная сфера, где действительно пока сложно работать. Но в этом году мы на себя натянули управление архитектурой, грубо говоря, функцию заказчика. Поэтому для нас очень ответственный год. Мы сейчас работаем именно в части того, что много говорили, мало авторского надзора, мало контроля. Попробуем сейчас увидеть, даст ли это определенное изменение подхода к строительству общественных пространств. Меньше года прошло, как вы покинули пост главного архитектора столицы республики, которая является крупнейшим муниципалитетом республики. Фактически вы просто чуть-чуть выросли, да? Видимо, к этому прошлому обращаются наши следующие подписчики, которые говорят, что с парковками? Почему при этих новостройках на 1,5 машины парковки? Что с парковкой? Как решать вопрос? С парковками у нас всегда было сложно. Сегодня, наверное, лучшие все-таки решения появляются на территории, допустим, 203-го микрорайона. Как бы люди ни говорили, пока все это в процессе стройки находится, но там сейчас есть уже жилые дома с подземными парковками, строятся 3 крупных многоуровневых парковки. То есть, в принципе, на новой территории, на 203-м микрорайоне, при всем, конечно, там много очень минусов и с точки зрения облика, и с точки зрения планировки, но по парковочным местам мы увидим новые решения. Что касается существующей центральной части города, конечно, здесь сложно в силу климатических условий, мы же не можем строить подземные гаражи. Мы пытались это решить вопрос путем строительства многоуровневых механизированных стоянок, но здесь, да, люди, конечно, сложно воспринимают, они оказались не очень востребованы, поэтому
Сейчас основная задача в новых объектах, там, где застройщики строят новое жилье, конечно, требовать именно нормативные показатели. И, допустим, вот у нас был очень спорный момент с Григорием Ивановичем Сальво, когда в квартале Прометей они реализовали проект автостоянки на более чем на 800 машиномест. Я спорила в той части, что Очень американский в жилой застройке это слишком большой показатель, но все-таки вот сегодня наши застройщики понимают, что нужно делать большое количество парковок, и вот в том районе мы понимаем, что вот большой микрорайон будет обеспечен парковками. То есть всегда вот такие решения появляются. Ирина Дмитриевна, давайте встряхнемся, вот отложим буквально на пару минут серьезные вопросы, да, и очень быстро отвечайте просто, да, нет, кем и так далее. В детстве вы кем были, пацанкой или такой девочкой-бандиком? Однозначно пацанкой. Ага, хорошо. Если возникнет момент, когда нужно будет спросить совета, там, помощи, так, кому в первую очередь побежите? Конечно же, к своим коллегам, старшим коллегам, К старшим архитекторам, да. Хорошо. Какое самое яркое воспоминание из детства? Я очень любила сидеть на крыше. Угу. Опасное увлечение, скажем так, в свете последних событий. Да? Фирменное блюдо какое у главного архитектора Ой, республики? сложно. Я давно не готовлю. Раньше я очень любила готовить бисквиты, когда дети были маленькими. Бисквиты. Бисквиты, да. Отлично вообще. Надо мной солнце не садится. Смотрели? К сожалению, просто времени не было. Очень хочу посмотреть, пока нет еще. Ага. Какая любимая страна? Из стран, пожалуй, все-таки Соединенные Штаты Америки. Я была во многих странах, но Америка – это, конечно, особенная атмосфера, совсем другая страна. Угу. Лучшее место в городе, по мнению главного архитектора? Ух, сложно сказать. Наверное, старый город. Старый город. Что такое счастье? Счастье – это, ну, как бы вот момент жизни. Момент жизни. Любой момент жизни нужно воспринимать с другого ракурса, чтобы ощущать себя счастливым. Спасибо за наш такой экспромтом очень блиц. Перейдем, опять возвращаемся к сложным, скажем так, вопросам. Да? Был конкурс на реконструкцию площади Ленина. И он как-то так тихо-тихо увял. Он совсем не тихо увял. Вот любой проект, крупный проект, да, он не делается за... Ну, вот если бы было бы финансирование сегодня, у нас всегда есть крайности в крайность. Появляется финансирование, вот прямо надо сейчас выложить проект. Всегда на проекты времени не хватает. Либо появляется интересный проект, который в последующем начинает искать финансирование. Этот проект, конкурс был уже достаточно много лет назад, и, конечно, сегодня подходы поменялись. Поэтому мы сейчас еще раз проводим конкурс. Как я уже сказала, время очень быстро, особенно в сфере архитектуры, изменения просто глобальные. Сегодня подход к обустройству общественных пространств поменялся очень сильно. Поэтому мы продолжаем этот проект, и будем его развивать, и к столетию все-таки хотим реконструировать наконец-то площадь Ленина, потому что здесь уже есть программные средства, и есть понимание того, что этот проект может быть реализован. Товарищи подписчики, повнимательнее, потому что ответ на вопрос, что будет строиться в районе Мусхая на пустыре, да, уже прозвучал. Это парк будущих поколений, да? Совершенно верно. С обалденным конкурсом, с обалденными победителями. Вот насчет низкого качества исполнения. Вот мы сходили скажем так, над Ратным, из латунных труб. Да, очень интересный объект, который, он же, если вот так посмотреть, он прозрачный. Совершенно замечательный объект авторства Геннадия Попова, да, нашего молодого коллеги. Он выиграл гран-при Международного архитектурного фестиваля. Это высшая награда в разделе проекты. Он сегодня реализован, и я хочу обратить внимание на качество. По качеству, да. Когда за качество отвечает человек, который понимает, что такое качество, качество совсем другое. Сам объект великолепного качества, но вот территория прилегающая, там уже другие подрядчики, другие застройщики, и понятно, что здесь качество уже зависит от того, насколько подрядчик готов воспринимать современные решения, умеет ли он это делать. И здесь очень много факторов играет роль. Какой заказчик, какой подрядчик, какие требования, как проводился ли хороший авторский надзор. Очень много моментов, которые влияют на качество. И вот просто как
пример того, что если за качество отвечает во главе сам архитектор, вот, пожалуйста, наш вот этот арт-объект, надвратная башня якутская, она просто в великолепном исполнении. Это заслуга нашего архитектора, коллеги Геннадия Попова. Сколько там болтов вы сказали? Более 2000 Более 2000 элементов, болтовых да. только соединений. Да. Вообще это кошмарное количество, потрясающий объект и кошмарное количество, скажем так, геморроя, не побоюсь этого слова. Но еще раз говорю, вот, а насчет подрядчиков, да? А вам не кажется, что подрядчиками обычно выступают, ну, есть же требования, там, юрлицы и так далее, вот, те строительные компании, которые, ну, привыкли к капитальному строительству, да? И для них малые жанры, они как бы... Ну, пока сложно, да. Не то чтобы сложно, они наплевательски к этому как относятся. раз сложно, Дмитрий, потому что, еще раз, вот, прям не побоюсь повториться, люди привыкли работать в привычном ритме. Например, объекты капстроительства, жилые дома – это уже привычный ритм, и здесь и качество наработано годами. А малая архитектура, она требует подхода к деталям. Но не все подрядчики сегодня готовы. Мы понимаем, что есть 44-й федеральный закон, когда вообще недобросовестные приходят. Но даже если добросовестные застройщики пришли, они хотели бы что-то сделать, но у них не хватает компетенций. Поэтому сейчас просто нам нужно всем вместе, как бы, это, знаешь, такой экспириенс, когда мы вместе это прорабатываем. Надо это пережить, надо это понять. Например, Татарстан, который мы сегодня активно изучаем, они тоже, когда начинали, у них было огромное количество проблем. Но 4 года прошло, у них сегодня... В сельских поселениях такого же качества объекты, как в городе Казани. Это о чем-то говорит. Отлично. Вкратце, еще раз. Задают люди вопросы, ответы на которых уже... Очень вкратце. Дизайн-код, что это такое? Это свод правил для того, чтобы понимать, например, предпринимательскому сообществу, где и как должны висеть, допустим, информационные рекламные вывески, каким образом должна быть установлена, не знаю, городская мебель, какие колористические решения. То есть это свод правил, общий для людей, но для того, чтобы понимать визуально, как раз дизайн-коды и прорабатываются. Угу. То есть это некий брендбук для поселения, да? Собственно говоря, да. Ага. У вас есть стилист? Спрашиваю. Я не могу игнорировать, потому что вот... У меня, к сожалению, нет стилиста. Я очень люблю девочек, которые вот, просто там сделать это в обычной жизни, там макияж, например, Энджи со своей компанией сейчас. Вообще вот эти направления, когда женщины действительно общаются и с модельерами, со стилистами, с людьми, которые работают над образом, это, конечно, важно. У меня нет, к сожалению, стилиста, но вот в части как бы... Сам себе доктор, да? Ну, не сам себе доктор, все равно я обращаюсь. Нет, ну все равно же человек творческий. Ну, может быть, в какой-то Визуализация в любой форме, скажем так, это визуализация. Предлагает еще один наш подписчик очередное направление. Кстати, надо обратить внимание. Въездная стелла на границе республики. Это да, это очень серьезный Потому вопрос. что там сейчас висит табличка, которая простреливается там, и так далее, и так далее. Что-то более монументальнее надо снять. Согласна, да. Над этим надо работать. Ага. И немножко хайпа, да? Вы упомянули вот арктический центр искусств. Что все-таки с Олан Холландом при этом? Ну, Олан Холланд – это же большой комплекс. В том числе, возможно, в составе самого комплекса есть люди, которые действительно заинтересованы в том, чтобы появился культовый объект, то есть религиозный объект. Да? Здесь, конечно, нужно очень тонкую работу проводить и, где-то находить и, какой-то баланс, консенсус. То есть Олан Холланд – это большая территория, начиная вот с этого мыса, полуострова, дальше заканчивая Радиополем и заканчивая улицей Ксенофонта Уткина Новой, которая граничит с кварталом Прометей. На этой территории мы планируем там и университетский комплекс, и какие-то объекты, связанные именно с самим функциональным содержанием комплекса. Но это время, понимаете, нет сегодня таких вот денег взять и сразу построить целиком. Но, как любят говорить инициаторы этого комплекса, нужно держать именно стратегию развития. То есть есть концепция уже разработанная, и по этой концепции двигаться. Угу. Про арктический центр мы уже второй раз ответили, да, получается. Почему он не коррелируется с Олан Холландом? Он коррелируется. Это основной объект комплекса. Основной объект, потому что там будет театр Олонхо, там будет филармония, и там сейчас прорабатывается размещение Саха-театра нового помещения. Исчерпывающий ответ. Еще один вопрос, который я не могу не задать. Вот это вот муралы,
некие памятники на общественных пространствах и так далее. Всегда вокруг них очень много хайпа, да? И человек спрашивает, почему обязательно вот этого испанца надо приглашать, а что у нас местных, что ли, не хватает? Ну вот по поводу местных я сразу скажу. Или Мы сейчас москвичей-то? в этом году проводим фестиваль современной культуры. Центр компетенций, который был создан решением главы при управлении архитектурой, Центр компетенций по вопросам городской среды. Кадану Игнатьеву все знают, молодой художник, мы ее взяли арт-директором нашего Центра компетенций. И сегодня этот фестиваль предназначен именно для местных художников. То есть для того, чтобы местных разбудить, иногда нужно приглашать извне. Люди всегда шумят, пишут, что вот не дают возможности выразиться. Объявили конкурс, вы не поверите, Дима. У нас практически нет заявок, практически нет людей, которые умеют писать на стене. Это совершенно другой вид искусства. И здесь, конечно, можно говорить и там где-то хайпить, но когда тебе дают возможность выйти на стену и расписать мурал, оказывается, что у нас таких людей практически нет. Ответ в этом. Товарищи Том и Сойеры, Да? давайте назовем Томми Сойерами, да, товарищи, которые умеют расписывать стены. Есть достаточно хорошие средства, есть хорошие гранты, и не надо там, ой, это не мое там и так далее, это высоко и так далее. Проявляйте смелость. Приходите, мы готовы поддержать всех. Пробивайтесь, Да. пробивайтесь просто. Вот от главного архитектора республики звучит ответ прям. А что все-таки почему вот этот индеец, он на территории спорткомплекса? На самом деле мало кто знает, что в рамках дизайн-проекта благоустройства набережного озера Сайсары мы же планируем круговой пешеходно-велосипедный маршрут, и именно территория, которая прилегает к спорткомплексу «Триумф», она должна стать такой территорией притяжения, молодежи. Там у нас университет находится, там нужно эту набережную открывать, делать интересное пространство. У нас в дизайн-проекте там прямо место, где есть амфитеатр, где можно собраться. То есть это место, где нужно начинать привлекать внимание. Мы когда с Пал Палычем этот вопрос, конечно, обсуждали, и не без его согласования мы этот объект там поставили, мы понимали, что, может быть, это станет каким-то таким стартовым, таким ядром. То есть абсолютно не противоречащим тому, что озеро Сайсары все-таки является сакральным местом. То есть озеро Сайсары, оно, да, действительно очень важно для города, для людей, для народа, но как его оживить, есть интересные моменты. И здесь просто как кто воспринимает искусство. Вот я, например, его вообще не воспринимаю панком, но это испанский художник, очень известен в мире, и у него во всех городах мира стоят объекты прекрасные, радужного цвета. Здесь можно интерпретировать, знаете, вот на 8-й школе висит баннер с радугой. Давайте начнем там об этом обсуждать. Понимаете, здесь просто сам подход. Кто что нашел и кто начинает там на чем-то хайпить. А искусство, оно безвременно. И у нас время уже очень сжато. Все-таки опять обращаемся к вашему недавнему прошлому. Да? В какую сторону развивается город? Видимо, люди хотят понять, где выгоднее. Но сегодня кратко отвечу, все-таки в южную сторону, потому что есть планы у республики, у города по строительству 3-го канализационного коллектора, который обеспечит все-таки именно инженерную инфраструктуру в южном направлении. Поэтому южное направление, оно считается более перспективным сейчас пока для многоэтажного строительства. Что касается ИЖС, очень сложно идет, например, согласование в сторону Вилюйского тракта. Земель действительно не хватает, но работа идет. То есть основное направление, еще раз, для капитального строительства южное, для ИЖС это и северное направление, там в районе, допустим, Сатала, и Вилюйское направление, как стратегическое направление, оно есть в генплане. Стратегическое, то есть это не ближайшие 5 лет? Да, потому что там перевод земель лесного фонда, это, конечно, сложный вопрос. Мы уже с 15-го года пытаемся пробить этот вопрос вместе с нашими коллегами, которые в сфере земельно-имущественных отношений, но пока сложно. И завершающий, наверное, вопрос, поскольку выходной, вы так и отдыхаете, да, приходя на эфир. Как вы отдыхаете вообще? От наших подписчиков тоже. Понятно, что отдыхаю с друзьями, с семьей, как у всех. Как у всех? Как у всех, отдыхаю, да. Ничего такого, чтобы выдавалось там, выбираю точку на карте, еду туда, там и... Кстати, я очень люблю путешествовать, конечно же, я и езжу, и здесь, в Якутии, все, что там, особенно на природу выехать, это как, в общем, да, ничего В такого. 2 словах, что такое Лето Якутии? Лето Якутии – это центр компетенций по вопросам городской среды.
Ага. Можете приходить, обращаться, мы готовы помогать как бы вот муниципалитетам в особенности в части того, что значит нужно там, ну, делать в рамках проектов благоустройства. И два каких-то, не каких-то, а два наших города, да, выиграли бешеные миллионы. Да? Покровский, Нюрба. Покровский, да, Нюрба. Это как раз мы через Центр компетенции помогаем нашим муниципалитетам прорабатывать проекты. И они стали победителями всероссийского конкурса и получили федеральные средства на реализацию этих проектов. Удачи вам в реализации, а мы прощаемся с вами и на те вопросы, которые... Вопросов было, кстати, очень много. Спасибо, что в выходной день следите за нами. На все вопросы вы получите ответ в Инстаграме на аккаунте правительства Лайв. До следующей недели. Увидимся.